Ремонтные работы на проспекте Ленина ведутся в круглосуточном режиме. Задействовано около 50 человек и 20 единиц техники. Дорожное полотно должно быть готово ко дню рождения столицы нашего региона, которое выпадает на второе воскресенье каждого сентября. На этот раз это 11 число. Давайте разберемся, чего ожидает от окончания работ и чего нам ждать в действительности. На сегодняшний день на проспекте Ленина у нас ведутся работы по устройству дорожного основания на участке Кирово-Октябрьская. Также ведутся работы по демонтажу тротуарной плитки на участке от Курашова до площади Орджоникидзе, также на участке от Октябрьской до Кирова. На сегодняшний день подрядной организацией осуществляется завоз материалов. По сквозному движению на сегодняшний день сквозное движение у нас на перекрестках Курашова, Амосова открыто сквозное движение. С конца недели планируется открытие сквозного движения на перекрестке Октябрьская. Также открыто движение на участке Кулаковского-Петровского. Скажите, пожалуйста, хватает ли материалов, все ли идет в срок? Да, по материалам у нас проблем строительной организации по приобретению доставки нету. Все приобретается, доставляется в установленные сроки. В сегодняшний день подрядная организация закупленный завоз тротуарных элементов. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, как преобразится проспект Ленина после окончания ремонта? В лучшую сторону, скорее всего. А что бы вам хотелось увидеть? Вот ваше личное пожелание. Хорошие дороги, ровные. Отлично. Может, что-то еще, какие-то общественные пространства, фонтаны, не знаю, там. Скамейки, может быть, где можно посидеть, либо качели. Ну, я не думаю, что еще хуже будет. Только лучше. Нормально. Нормальным? Да. Не знаю. Ну, может, велосипедные дорожки? Что-то? Ну, было бы классно. После ремонта, конечно, красивым. Это уж однозначно. И удобным для пешеходов и для автомобилистов, наверное. Будет так. Думаю, должна быть нормальная дорога, а тут ямы вечные. Центр города как-никак. Побольше кустарных таких, зелени которые побольше, цветут, да. И тротуары удобные для горожан. Чтобы здания покрасивше были хотя бы, и площадь у нас отвечала. Город все-таки молодой, растет, правильно. Столько денег сюда влаживается, а нового пока ничего нету. Ну, 400 лет ему. Ну вот, я надеюсь, что на день рождения это могут подарок сделать городу. Самое главное, это у нас будут безопасные, качественные дороги, чего мы очень долго ждали, я думаю. Но я думаю, что здесь будет очень удобно ездить и велосипедистам, и удобно будет красиво ходить пешеходам и машинам. Я думаю, что здесь будет очень здорово. Ну, как автомобилисту, чтобы всегда были разметки на дорогах, да, потому что для женщин это очень важно, я думаю. Но чтобы были все знаки дорожного движения и, может быть, парковочные какие-то места, может, вдруг появятся, ну, мало ли, да, было бы здорово. Что касается проспекта Ленина, масштабная работа, конечно, запланирована. Запланирована работа вообще трехгодового периода. Это мы в прошлом году заключили муниципальный контракт. Контрактная стоимость у нас порядка 1 миллиарда 600 миллионов рублей. И мы разделили ее, так говоря, на этапы. Это вот этапы у нас получились 2021 года и совместно с этапом 2022 года, потому что мы начали производство работ практически в конце прошлого года. Вообще, в целом, проспект Ленина составляет у нас по техническим параметрам порядка 2 километра 900 метров. И вот в тот первый этап 2021-2022 года у нас охват берется 1 километр 800 метров. То есть это вот от той точки, где мы сегодня находимся, гостиницы «Стерха», до улицы Кулаковского. На том участке с улицы Кулаковского в прошлого года мы начали производство земляных работ в зимний период, где также столкнулись с некоторыми непредвиденными обстоятельствами, в частности, находки археологические. Тоже, в общем-то, внеплановые работы мы в сжатые сроки провели. Всю работу эту организовали и завершили в установленном порядке. Данным проектом также у нас предусматривается, конечно, это избавиться наконец-то от проводов на проспекте Ленина.
чтобы чистое небо как таковое могли лицезреть наши горожане. В настоящее время мы начали уже укладку кабельной продукции, силовых кабельных линий освещения. Также оптиковолоконная линия пойдет с учетом пожеланий, требований наших провайдеров по интернету, по сотовой связи. Все мы предусматриваем для них также удобные для обслуживания мероприятий, ревизионные, значит, колодцы и ящики, в которых там они будут, опять же, антивандальные и защищенные от влаги с удобным доступом. Также опоры освещения предусматриваются в новом виде современном. Вот эти старые опоры мы все будем заменять, значит, на более современные, значит, порошковые покраски, значит, с энергоэффективными светодиодными лампами. Будет также освещена и пешеходная зона с учетом велодорожки. На схеме у нас там показана на разрезе также сама пешеходная зона. Она у нас меняющаяся, там в среднем ширина пешеходной зоны 3 метра и велосипедная дорожка доходит до 2 метров. Ну, она 2 метра. Сама она выполнена будет из асфальтобетонной смеси толщиной 5 сантиметров. Водоотведение у нас решается вопросом двумя методами. Первое — это по, значит, продольному профилю, то есть, значит, вся вода будет собираться. У нас определены самые верхние точки, это между перекрестками. По продольным профилям вся вода будет уходить в сторону перекрестков, а на 8 перекрестков у нас будут организованы все искусственные сооружения в виде водоотводных лотков. Значит, водоотводные лотки тоже мы применили современные, заводского изготовления. Они применяются во многих больших сейчас городах. С учетом их эксплуатации в наших условиях, соответственно, выполнены из полимербетонных материалов, достаточно морозостойкие, прочные материалы. Поэтому надеемся, что эта система будет, значит, долго, в общем-то, служить. Вообще у нас по всей протяженности у нас 10 остановок, да, они полностью у нас будут меняться, 11 остановок павильонов открытого типа и теплого. 3 теплые остановки у нас будут, тоже достаточно современные, красивые, но когда мы проектировали, мы там закладывали там с умными всякими, да, там, современными технологиями, но сейчас в силу некоторых обстоятельств в стране мы просто сейчас будем подыскивать, менять там производители на те или иные оборудования, которое будет установлено. В основном это витражное остекление, ну, там, с кондиционированием, соответственно, там, с Wi-Fi, соответственно, с оборудованием, которое будет, значит, извещать людей о прибытии, значит, автобусов. Сейчас вот как раз таки мы с нашим автопассажирским предприятием эти вот моменты тоже досогласовываем, чтобы на современном... Теплые будут у нас стоять, значит, на 3 местах. Это Московский сквер, это Токко у нас магазин и кинотеатр Лена. Мы с начала года, с прошлого года даже, мы начали работать с ботаническим садом. Подрядная организация, она заключила уже с ними предварительные договора. Ну, что будет из озеленения? Ну, во-первых, конечно, это мы увидим здесь новые посадки деревьев. Яблони, сирень, акация, сосна. Вот эти виды деревьев мы сейчас вот отрабатываем ботанический сад, чтобы они начали уже высадки, посадки у себя в саду, чтобы они набрали определенный возраст, рост для возможности их пересадки. Ну и, соответственно, газонная трава. Конечно, некоторое озеленение мы подрезаем здесь, ну, в силу того, что мы расширяем некоторые места там, ну, тем же парковкам. Хотя концепция сама проспекта Ленина – это уход от лишних парковок. Идея проспекта Ленина в проектировании была создать общественную и пешеходную большую зону. То есть уйти от частного транспорта максимально с проспекта Ленина. Мы впервые в Якутске вообще, не знаю, ну в Якутии, конечно, есть наверняка где-то, но вся продукция у нас благоустройство, мощение – это гранитная плитка, прямоугольная, из цельного гранита, уральская. Да. С Урала мы завезли всю гранитную продукцию на все 2 этапа, то есть и на этот год, и на следующий год.